В эфире «Вечерние новости». Расскажем о главных событиях к этому часу. В студии ведущий Василий Радченко. Здравствуйте. Систему отслеживания перемещения людей для контроля за распространением коронавируса ввели в Южной Корее. Эпидобстановка обострилась в Якутии. 100 новых зараженных коронавирусом выявили за минувшие сутки. На реке Индигирки произвели 2 взрыва для ликвидации ледового затора в Момском районе. Власти Южной Кореи используют систему отслеживания перемещения людей для контроля за распространением коронавируса. Личные данные инфицированных позволяют быстро определить, с кем они контактировали. О системе Елена Островская. Когда житель Сеула получает положительный результат на новый коронавирус, южнокорейские власти могут в считанные минуты определить места, которые посетил зараженный и с кем он контактировал. Такое быстрое реагирование, намного превосходящее по скорости другие страны, стало результатом месяцев работы над системой сбора и обмена цифровыми данными. Она объединяет сведения о местонахождении мобильных телефонов, записи кредитных карт и видеоматериалы с уличных камер. Механизм поддержки эпидемиологических расследований, введенный в конце марта, эффективно устранил технологические барьеры для обмена информацией. Построен он на базе уже существующей системы «Умный город». Первоначально эта платформа была разработана для того, чтобы муниципальные органы власти могли обмениваться информацией о перемещении людей, движении транспорта и загрязнении воздуха. В условиях эпидемии она оказалась как нельзя кстати. Мы можем получить GPS-информацию от операторов мобильной связи и данные по использованию кредитных карт за 20-30 минут. Поэтому время, необходимое для эпидемиологического расследования, которое занимало около 2-3 дней, было сокращено, и это помогает предотвратить распространение инфекции. Для первоначального тестирования системы был выбран сеульский район Итэвон, известный своей ночной жизнью. Там удалось проследить контакты по меньшей мере 196 зараженных. Право властей на получение информации было установлено в 2015 году положением под названием «Закон о профилактике и контроле инфекционных заболеваний». Его приняли после того, как страну затронул ближневосточный респираторный синдром. Закон разрешает южнокорейским должностным лицам получать доступ к широкому спектру персональных данных, включая информацию о местонахождении мобильного телефона и транзакциях по кредитным картам, без постановления суда. Правительство заявляет, что доступ к данным ограничен. Уполномоченные следователи должны войти в систему через виртуальную частную сеть и использовать двухфакторную аутентификацию для предотвращения нарушений безопасности. Тем не менее, практика вызвала волну критики из-за того, что у людей не запрашивают разрешение на получение персональных данных. Как сообщили агентству Рейтер южнокорейские чиновники, власти уведомляют тех, чья информация собирается, и все сведения будут удалены после окончания пандемии. 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали за прошедшие сутки в Якутии. Об этом сегодня сообщил глава СН Николаев. Так, 16 новых случаев заражения выявлено в селе Хангор-Бие Намского района, 4 в Алдане, 3 в Мегино-Кангаласском и 1 в Устьянском районе. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в городе Якутске, их 76. Провели сегодня совещание республиканского оперативного штаба. Я разговаривал также и с главой города. Будут усиливаться меры по соблюдению всех тех ограничений, которые были уже приняты ранее. То есть уже по объектам торговли крупным принимаются решения, что лица без масок туда допускаться не будут покупатели. На одном торговом предприятии в зале на одного покупателя должно приходиться не менее 4 квадратных метров торговой площади, и остальные должны уже ждать на улице, так, если в зале находится достаточно большое количество покупателей. В общественном транспорте без масок проезд запрещен. Лица, которые едут в общественном транспорте без масок, должны водителями высаживаться без дополнительных объяснений, потому что они на самом деле нарушают право на безопасность, право на здоровье других пассажиров.
Также будут усиливаться меры, контроль за соблюдением мер со стороны органов внутренних дел в части наложения административных штрафов, в части нарушения масочного режима и нарушения режима самоизоляции теми лицами, которые обязательно должны его соблюдать. Здесь тоже мы фиксируем до 30% нарушения теми лицами, которые должны режим самоизоляции строго соблюдать. Друзья, надо понимать, что, вот еще раз говорю, несоблюдение вот этих достаточно простых на самом деле мер приводит к тому, что заболеваемость по Якутску идет вверх, соответственно, показатели и по республике идут вверх так по заболеваемости, по коэффициентам инфицированности, и, соответственно, о снятии мер ограничения мы в ближайшее время, по крайней мере, по городу Якутску говорить вообще не можем. Также Айсен Николаев заявил, что резко выросло количество больных COVID-19 среди детей. На сегодня с начала пандемии их около 176. Это почти 16% от общего числа инфицированных за все время. За весь период в Якутии зарегистрировано 1177 случаев коронавируса. 503 человека полностью выздоровели и 6 летальных исходов. В Якутске индекс самоизоляции накануне составил 1,8%. На улицах отмечается высокое число людей вопреки режиму самоизоляции. Судя по рейтингу приложения Яндекс.Рейтинг, показатели в городе находятся уже в красной зоне. На 17 часов вечера сегодня индекс по городу составил 2,1. Для сравнения, до пандемии в выходные дни индекс был 1,5. Напомним, что новые ограничения начали действовать на территориях, не входящих в перечень труднодоступных. Магазины продуктов, товаров первой необходимости, отдельно стоящие стационарные объекты торговли должны иметь отдельный уличный вход. Запрещается одновременное присутствие посетителей в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. Жителям населенных пунктов, где действует режим полной самоизоляции, разрешено совершать прогулки составом не более 2 человек. При этом нужно соблюдать социальное дистанцирование до других граждан не менее 1 метра. При прогулке, самостоятельных занятиях физкультурой и спортом запрещается посещать места массового пребывания людей и детские площадки. Активную борьбу с распространением COVID-19 ведут в Нерюнгри. Регулярно проводится дезинфекция автобусных остановок. На минувшей неделе проведена обработка городских скверов. Какова эпидобстановка в столице Южной Якутии сегодня? Екатерина Павлова. Как показывает статистика, все случаи заболевания коронавирусной инфекцией завозные, поэтому самое серьезное внимание уделяется прибывающим в Нерюнгринский район. За период с начала усиления мер было встречено 80 самолетов, 110 поездов, 1000 автотранспортных средств. Мониторинг на состояние здоровья прошли более 12 тысяч человек. Эта большая работа дала хороший положительный результат. При выявлении больного с подозрением на коронавирусную инфекцию при первичном уже извещении силами специалистов территориального отдела, Центра гигиены и эпидемиологии и лечебной сети выполняются противоэпидемические мероприятия по данному очагу, определяется круг контактных. Все лица, которые находились в первом круге контактных, они подлежат обязательному обследованию лабораторному на носительство коронавирусной инфекции и подлежат последующей изоляции. Сами больные непосредственно изолируются сразу в инфекционное отделение и проходят соответствующее лечение. Выписка осуществляется после получения отрицательных результатов и удовлетворительного состояния здоровья. В большинстве своем люди, прибывающие в район, ситуацию воспринимают спокойно и с пониманием. Мы стараемся соблюдать масочный режим в магазин и где общественные места. На улице, конечно, стараемся снимать маску, потому что, как медики говорят, в этом нет такой необходимости. Она на улице она не спасает. А в помещениях, да, соблюдаем. Руки, конечно, моем, это обязательно. Это, наверное, всю Россию научили руки мыть. Вот. Но те, кто не соблюдает, конечно, просто не заботятся о своих близких. Потому что у каждого есть мама, бабушка, дедушка, пожилые. Поэтому надо в первую очередь думать о них, а не о себе. Меры, маска, перчатки, антисептики, в общем-то, по всем станциям. Пересадка у меня была в Казани, там вообще очень строго. Видимо, тяжелая обстановка коронавирусная. Слышал, что в Якутии тоже не все очень хорошо. Поэтому соблюдаю меры минимальные. Предохраниться самому. Соблюдаем все правила, которые жить только нам хочется. И призываю всех людей, чтобы были внимательны друг к другу,
Официальное количество заболевших на текущий момент в Нерюнгринском районе 29 человек. Из 4 обсерваторов действует по необходимости только один. В него помещены 13 человек. За прошедшую неделю у нас не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания. Это очень важно для нас. И, наверное, это хороший показатель работы и оперативного штаба района, жителей, находящихся на самоизоляции. Ну и, конечно же, в первую очередь, это работа руководителей промышленных предприятий, руководителей предприятий бизнеса, торговли. Ну и я бы хотел здесь отметить серьезную работу и высокий профессионализм наших сотрудников Роспотребнадзора и высокий профессионализм врачей Нерюнгринской центральной районной больницы. В общественных местах, жилых домах продолжает проводиться дезинфекция. Пока ситуация не стабилизировалась и остается напряженной, необходимо выполнять основные противоэпидемические мероприятия. Носить маски в общественных местах, придерживаться режима самоизоляции, использовать средства индивидуальной защиты, кожные антисептики, соблюдать действующее законодательство для того, чтобы не допустить заболевания в первую очередь лиц из группы риска, которые могут иметь серьезные последствия при перенесенном заболевании. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. К другим событиям. Сегодня, 23 мая, во всем мире празднуют День эндоскописта. Ежегодно только в Центре экстренной медицинской помощи Второй республиканской больницы проводится более 10 тысяч исследований. С врачами пообщалась наш корреспондент Полина Долинская. Врач-эндоскопист – это специалист, проводящий внутренние исследования при помощи осветительной и оптической системы. Данная процедура позволяет произвести осмотр внутренних трубчатых или полостных органов, не прибегая к операции. Наше отделение занимается диагностическими, лечебными и оперативными вмешательствами эндоскопических манипуляций. Делаем мы все исследования желудка, кишки и бронхов. Также занимаемся эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией. Наше отделение в основном работает в круглосуточном режиме. Мы делаем исследования круглосуточно дежурными бригадами. Работает один врач и одна медсестра. В эндоскопическом отделении Центра экстренной медицинской помощи Второй республиканской больницы работает коллектив, в составе которого 6 врачей, 9 сотрудников среднего медперсонала и 4 сотрудника младшего медперсонала. В основном обращаются пациенты с симптомами заболевания желудочно-кишечного тракта. Гастроскопия – это инвазивный метод исследования, он очень приятная процедура, но безболезненная. Пациент перед исследованием должен быть спокойный. Постановка диагноза зависит от поведения пациента. Когда он расслаблен, процедура протекает быстрее и лучше осмотр проводится. С помощью эндоскопических процедур врач выявляет расширение вен пищевода, язвенные образования, грыжи, полипы, воспалительные процессы органов желудочно-кишечного тракта, опухоли, поврежденные сосуды, а также инородные тела. В беседе с пациентом нужно разъяснить ему основы исследования, детали его выполнения, остановиться на конкретных факторах риска у пациента, а также правил поведения до и после исследования. Сегодня все современные малоинвазивные операции проводятся с участием эндоскописта. Ежегодно в Центре экстренной медицинской помощи Второй республиканской больницы проводится около 10 тысяч исследований, таких как гастроскопия, бронхоскопия, колоноскопия и другие исследования. Без сомнений, эндоскопист – одна из важных медицинских профессий. Полина Долинская, Ольга Голикова, Якутск. Теперь о половодье в Якутии. На реке Индигирки произвели 2 взрыва для ликвидации ледового затора у населенного пункта Сабалох Момского района. Вблизи Усть-Мома уровень воды сейчас составляет 3 метра 65 сантиметров. Отметим, что критический 6 метров ровно. Изменения в динамике за 8 часов составили минус 6 сантиметров. Ледоход редкий. Об обстановке на других реках Якутии нам рассказали в Главном управлении МЧС по региону. Основное внимание ведомства сосредоточено на складывающейся обстановке в бассейне реки Колыма. В целом паводковая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Реки Алдан, Амга и Вилюй вышли в устье. Для обеспечения безопасности населения при прохождении ледохода на территории Якутии задействованы силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Также свою работу продолжают оперативные группы Главного управления на территории Нижнеколымского и Среднеколымского районов.
Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Жиганского района. В школах России завершается учебный год. Последняя четверть для многих проходила в режиме дистанционного обучения. Как школьники и учителя адаптировались к онлайн-занятиям и как будут выставляться годовые оценки, узнаем у Александра Хавренко. Наш урок подходит к концу. У вас есть вопросы по данной теме? Последняя четверть нынешнего учебного года для школьников прошла не за партами, а за домашними компьютерами. Впервые в современной истории уроки проводились в режиме онлайн, и благодаря современным технологиям весь запланированный материал был пройден, и особых затруднений ни ученики, ни учителя не испытали. Благодаря тому, что начало дистанционного обучения пришлось на каникулярное время, мы в кратчайшие сроки до встречи с нашими учащимися смогли опробировать онлайн-конференции на площадках Zoom и Discord. А что касается образовательных платформ, то они давно и успешно нами внедряются. Поэтому основные трудности для меня, как для учителя, были связаны с отсутствием живого общения с моими учениками и выстраиванием обратной связи. Но, несмотря на то, что учебный год удалось завершить согласно учебного плана, выпускники 9 классов в этом году освобождаются от сдачи государственной итоговой аттестации. Мы говорили об изменениях государственной итоговой аттестации. Основной государственный экзамен, который ранее проводился после 9 класса, в этом году отменен. Выпускникам 9 классов в аттестаты будут выставлены оценки по итогу текущего года. По единому государственному экзамену вчера на совещании у президента страны озвучена дата начала единого государственного экзамена. Это 29 июня. По итогам 2020 года все выпускники 11 классов получают аттестаты о среднем образовании, при этом единый государственный экзамен в этом году можно не сдавать. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением. Оно носит временный характер. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Зачисление в вузы пройдет в августе, и для учеников школ, которые не смогут по какой-то причине сдать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях и начать учиться уже осенью, не теряя целый год. На этом пока вся информация. Не забывайте надевать маску при выходе из дома и держать дистанцию до других людей. До встречи в эфире.